У меня есть 30 серьезных причин, почему вы должны голосовать против Олега Николаева на выборах главы республики. Каждый день я публиковал причины в YouTube, TikTok и Instagram, и их посмотрели уже 3 миллиона раз. О серьезной коррупции, гонках по улицам Чебоксар, личных хотелках главы, его отношениях к войне и военным, об уничтожении школы языка, о его пристроенной на теплое место жене узнала вся Чувашия. Я собрал все 30 причин в одно видео. В описании вы найдете тайм-коды. Переходите к интересной теме или смотрите ролик целиком. Ставьте лайк и отправьте ссылку друзьям, родным или коллегам. Пусть они узнают, какой Олег Николаев на самом деле. Давайте не дадим ему так просто переизбраться на очередной срок. Мы хотим жить в нормальной республике, без воровства и вранья. Есть решение на ликвидацию этой школы или на капитальный ремонт, дайте, пожалуйста, юридические документы. Значит, и надо будет смотреть, привлекать юристов, адвокатов. Но за 3 недели до начала учебного процесса говорить о том, что это плановые действия, мне кажется, не совсем корректно с вашей стороны. Это выступление родителя школы номер 1 на улице Ярославская в Чебоксарах. Ее закрыли и признали аварийной за месяц до начала учебного года. Что-то мне подсказывает, что на самом деле власти плевать на безопасность детей. Они просто хотят отдать землю под школой под новый жилищный комплекс. Экспертиза от мэрии города решила, восстановление здания технически и экономически нецелесообразно. А капремонт оценивается в 300 миллионов рублей, которых в бюджете якобы нет. Подумайте сами. Земля в самом центре города. От дома правительства и залива 5 минут пешком. До администрации города буквально минута. И именно мэрия якобы не замечала все эти годы, что в одной из самых старых школ республики есть проблемы с ремонтом. Глава республики не вмешивается. Все, что он сделал, это выразил озабоченность. Закрытие школ в Чувашии – это первая причина голосовать против Олега Николаева на выборах главы республики. Это коммерсант из Ядринского района. Он заставил детей умываться зеленкой и каяться на камеру за то, что они украли из его лавки мандарины. Мужчина поймал 12-летних подростков за руку и увез в безлюдное место, чтобы записать извинения с зеленкой. Поднялся большой скандал. И что сделали власти Чувашии? Глава Ядринского округа Станислав Трофимов попытался замять дело и записал видео с похитителем детей, где тот нелепо извинялся. Искренне приношу свои извинения. Трофимов назвал действия мужчины правонарушением и написал, что проблема решена, потому что тот компенсировал затраты. Силовики расценили поступок похищением несовершеннолетних. Это статья 126 УК РФ. Мужчину объявили в розыск, поймали и отправили в СИЗО. А про Трофимова говорят, что его даже повысят и позовут работать в администрацию уже не Ядрина, а Чебоксар. Кадровая политика Николаева – это вторая причина голосовать против него на выборах главы республики. Это очистные сооружения в престижном районе Чебоксар, Новый город. Они стоят 400 миллионов рублей. Несколько лет назад в Чувашии стартовал нацпроект «Оздоровление Волги», призванный снизить объем сточных вод, которые сливаются в реку. Для этого нужно было реконструировать и построить новые водопропускные сооружения. Чувашии на это выделили почти 2 миллиарда рублей. Олег Николаев объявил, что 2024 год будет годом экологии. И что в итоге? В итоге вот так выглядят очистные сооружения в Новом городе. Про эту проблему говорю не только я, но и депутаты Госдумы, а также проверка из Москвы, которая приезжала в начале августа. И даже Никита Михалков в своем бесогоне. И это я еще молчу про цветущий каждый август Волгу. Провал оздоровления Волги – это третья причина голосовать против Олега Николаева на выборах главы республики. Товарищи высокие руководители, постройте биатлонный стадион для детей в Чувашии. Об этом говорила Акимова. Вы обещали еще несколько лет назад. Дети не должны страдать. Решите там вопрос с лесами, чтобы все было по закону. Нам в Чувашии нужен биатлонный стадион. Об этом говорит вся спортивная общественность страны. Татьяна Акимова спать не может по ночам, из-за этого проигрывает. Не могут дети тренироваться в Чувашии. Решите вопрос, господа руководители прекрасной республики. Это Дмитрий Губерниев в прямом эфире телеканала Матч ТВ требует от властей Чувашии построить биатлонный стадион. Это было в 2017 году, 8 лет назад. За это время в республике к власти пришел Николаев и торжественно пообещал, что стадион обязательно достроит. Но это были просто пустые обещания. До снова.
Комплекс должны были сдать в прошлом году. На это выделили почти 1 миллиард рублей. Перед сдачей объекта в республику приехала делегация Союза биатлонистов России и Матч ТВ. Никаких проблем они не заметили и наоборот рассыпались в комплиментах Николаеву. А потом оказалось, что асфальт с трассы просто разваливается. Депутат Солдатов был один из тех, кто разоблачил коррупционный сговор, и его исключили из партии Олега Николаева. Татьяна Акимова, наша гордость, самая титулованная биатлонистка Чувашии, требовала достроить комплекс. Была вынуждена выступать за сборную Тюменской области, потому что николаевские чиновники палец о палец не ударили, чтобы помочь нашей спортсменке. Коррупция и потребительское отношение к нашим лучшим людям – это 4-я причина голосовать против Олега Николаева на выборах главы республики. Я, военнослужащий мобилизованного Чувашского полка, хочу обратиться к ветеранам СВО, кандидатам в депутаты Чебоксарского городского собрания 8-го созыва, Шакулову Андрею Андреевичу и Малову Никите Алексеевичу. Это заместитель командира полка чувашских мобилизованных Игорь Романов. Он обращается к видным единороссам. Они оба были на фронте в специально созданном для мажоров батальоне «Барс». Шакулов полгода, а Малов 3 месяца. И у них на двоих уже больше 10 медалей. В то же самое время обычные солдаты могут демобилизоваться только после серьезной травмы. Например, потеряв конечность. А ротации мобилизованных так и не было и, судя по всему, не будет. В то время, когда мобилизованный Чувашского полка уже 3-й год выполняет задачи в зоне проведения СВО, вы успешно занимаетесь продвижением своей политической карьеры, прикрываясь кратковременным пребыванием в зоне боевых действий и рядами медалей на груди. Если вы достойные сыны нашего Отечества, защитники интересов Российской Федерации, а также отважные представители малой родины Чувашской Республики, предлагаю вам это доказать, заключив контракт с Министерством обороны сроком на 1 год в нашем родном Чувашском полку. Ваши навыки в управлении беспилотных летательных аппаратов в нашей части пригодится. Честь имею. Пока обычные мужики мечтают попасть домой к своим семьям, фейковые ветераны напялили медальки и уже идут на выборы от «Единой России» в тандеме с Олегом Николаевым. Поддержка фейковых ветеранов – это 5-я причина голосовать против Олега Николаева на выборах главы республики. Ого! Заметили, как подорожала горячая вода? А как зимой стали платить больше за отопление? Всему виной сговор главы Чувашии и олигарха Вексенберга. 5 лет назад, после выборов главы Чувашии, компания олигарха Вексенберга Т+, перевела в фонд Олега Николаева Перле 100 миллионов рублей. В этом же году теплосети Чебоксар были переданы Т+, в концессию. Фирма олигарха должна была отремонтировать сети и построить новые станции. А что на деле? Так 26 тысяч человек остались без отопления в мороз. Серьезная коммунальная авария произошла в столице Чувашии, Чебоксарах. При этом температура воздуха доходит до минус 15 градусов. 14 июля 26 домов и 7 социальных объектов в Чебоксарах остаются без горячего водоснабжения. За выходные количество аварийных адресов выросло. Все это стало предметом серьезного разбирательства. Почему город почти месяц остается без воды? Неготовность Т+ к этим аварийным ситуациям, это крайне негативно относится, отражается на нашем населении города. Поэтому мы с своей стороны максимально постараемся, со стороны водоканала, может быть, представить сварщиков. Ветки, участки трубопроводов полностью меняют. В наличии пока у них тоже нет всех труб. А теперь представьте, вам всего за 100 миллионов рублей достается все трубы Чебоксар. Вы делаете вид, что что-то там ремонтируете, а у жителей нет альтернативы. Они будут вам платить, если не хотят замерзнуть. И можно бесконечно повышать тарифы. Вексенберг так и сделал. За 2 года мы стали платить больше на 107%. Против этого выступал я и другие общественники. Жители выступали против, но Николаеву ближе свой карман. 6-я причина голосовать против Николаева на выборах главы республики – это взятка Вексенберга за передачу теплосетей города. Конечно же, Максом ловят даже в Чебоксарском СИЗО номер 1. В России официально начали блокировать
обычные и видеозвонки в WhatsApp и Telegram. Это сговор спецслужб, мобильных операторов и ВКонтакте. Первые хотят следить за гражданами, вторые теряют деньги, потому что молодежь начала звонить по мессенджерам. ВК просто запустила мессенджер Макс. Проблема не в том, что Макс это российская разработка, а в том, что это, по сути, шпионская программа. Он записывает переписки и звонки, а еще включает камеру и микрофон в фоновом режиме и все передает по запросу силовиков. Власти Чувашии уже вовсю продвигают мессенджер. В бюджетных учреждениях ставят рекламу. Сотрудников заставляют регистрироваться. Николаев создал специальную рабочую группу для продвижения Макс и, конечно же, завел в нем свой канал. Продвижение шпионской программы и поддержка блокировок звонков в мессенджерах – это 7-я причина голосовать против Николаева на выборах главы республики. Как можно спросить власть за ее работу? Можно написать письмо и получить отписку. Можно попробовать собрать митинг и быть задержанным. А можно пойти на выборы и задать вопросы на предвыборных дебатах. Вот только действующий глава республики Олег Николаев на эти дебаты не пришел. Зато пришел Константин Степанов от ЛДПР и потребовал от Николаева ответы на вопросы. У нас сегодня в городе Чебоксары это нонсенс. Раньше это касалось только сельских территорий, когда сокращались и закрывались школы. У нас вот здесь вот на улице Ярославской неожиданно за месяц до начала учебного года сказали, что школа, видите ли, не соответствует требованиям, она аварийная вдруг стала и закрывается, а людей и их младшеклассников отправят там на улицу Гладкова, при этом непонятно на каком транспорте там и так далее. Разве это норма? Что чиновники не видели эту школу? Она находится в 100 метрах от администрации города Чебоксары, от управления образования. Она находится в 300 метрах от этого самого Министерства образования Чувашской республики. Это же бардак. Это такое отношение к делу. Поэтому без пересмотра всей вот этой вот проблематики и без признания этих проблем и без наказания того, кто это допустил, мы ничего сделать не сможем. Но почему у нас такая огромная разница с зарплатами учителей в Москве? Вот кто это может объяснить? Чем преподаватель в Чувашской республике, который взял для себя это тяжелейшее призвание, хуже, чем учитель в Москве? Да ничем не хуже, просто должна быть обязательно вот эта вот базовая ставка, от которой дальше должны плясать регионы. И вот эта вот формула, по которой сейчас им платится зарплата, когда никто заранее не может сказать, какая же в конце будет сумма, там какие-то коэффициенты, надбавки, смены там и так далее. Это все должно быть полностью исключено. Жаль, что на эти вопросы мы никогда не получим ответа, потому что Николаев закрылся от простых граждан. По Чувашии он ездит с мигалками, на предвыборные дебаты не ходит, в прямых эфирах отвечает на заготовленные вопросы. Тотальная закрытость – это 8-я причина голосовать против него на выборах главы республики. Если послушать чувашских чиновников, можно подумать, что наша республика прорывная в сфере IT. Избирательная комиссия Чувашии рапортует, что голосовать электронно зарегистрировалось 143 тысячи человек, или 15% от всех избирателей. Это практически каждый шестой. Власти говорят, что люди просто обожают новые технологии, но на самом деле бюджетников просто замучило начальство и тащит голосовать по ДЭК. Власти хотят контролировать результаты выборов, и электронное голосование – их очень важный помощник. Например, на выборах в Госдуму почти по всей Москве победили кандидаты от КПРФ и умного голосования, но после добавления результатов электронного голосования результаты стали противоположные. Николаев хочет повторить этот трюк, и именно поэтому тащит всех в ДЭК. И ладно выборы, само отношение к людям. Мы для них скот. Нас гонят то голосовать, то на очередной митинг, то на зарядку со звездой, то в мессенджер Макс. Сколько можно это терпеть? Не голосуйте электронно, приходите на свой избирательный участок. Постоянное издевательство над людьми – это 9-я причина голосовать против Олега Николаева на выборах главы республики. В поселке Кугеси в ветстанции была усыплена собака. Вопрос не ко мне. Как не ко мне? Вопрос к начальнику Госветслужбы Чувашии. Не ко мне вопрос. А кому надо этот вопрос задать? Вот вопрос, да, не ко мне, да, реально. Ветстанция в Кугеси кто заведует? Кто руководит ветстанциями по всей Чувашии? Ефремов Сергей Васильевич. Он в чьем подчинении находится? В моем. Тогда на каком основании он совершает такие поступки?
Не может им дать. Ни хрена дать не может. Это пьяный руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашии Александр Шакин нелепо защищает своего подчиненного, руководителя государственного собачьего приюта в Кудесях. А там случилось страшное. В начале июля сотрудники приюта застрелили собаку. Якобы собаку приняли за пробравшуюся в собачий вольер лисицу. Что? Как можно было вообще принять эту собаку за лисицу? О происшествии стало известно зооактивистам. Они приехали на место, но им не показали погибшее животное. Тело пытались вывезти в машине, и когда активисты побежали к багажнику, сотрудники проявили силу. Это последовательная политика Николаева. В прошлом году, несмотря на протесты зоозащитников, был принят закон, позволяющий убивать животных в государственных приютах. Хотя когда Перле только шел на выборы, он красиво обещал, что собачьи приюты будут открыты по всей республике. Результат его работы – нехватка приютов, живодерство и отсутствие какой-либо помощи людям, которые спасают животных. И это 10-я причина голосовать против Олега Николаева на выборах главы республики. В России нашелся честный чиновник. И не просто чиновник, а мэр второго по величине города Чувашии Новочебоксарск. Никто не знает, как это случилось, но это категорически не понравилось главе Чувашии Олегу Николаеву. Дело в том, что в Новочебоксарске есть принадлежащая мэрии страховая компания Чувашская МСК, которая занимается обязательной страховкой новочебоксарцев. Николаев захотел объединить ее с Чебоксарской Чувашиямед и, судя по всему, приватизировать, ну то есть отдать московским страховым компаниям. Но Семенову этот мув не понравился. Потому что предприятие, прибыльное, а на его счетах сотни миллионов рублей, и офисы в центре города, и налоговые отчисления идут тоже в город. Из-за этого началась целая война между Николаевым и Семеновым, в результате которой мэра уволили по какому-то совершенно абсурдному поводу. Сейчас он идет в депутаты Новочебоксарска, как самовыдвиженец. Вот так. Был в Чувашии честный чиновник, а потом его уволили. И если бы он был бы лояльным властям, а не жителям города, то продолжал бы сидеть в мэрском кресле. Кадровая политика Николаева – это 11-я причина голосовать против него на выборах главы республики. На что можно потратить 180 миллионов бюджетных рублей в Чувашии? Например, можно капитально отремонтировать школы, сделать дороги в населенные пункты, чтобы не тащить пациентов в телеге, как это было 2 года назад. Или на худой конец отремонтировать бомбоубежища, из которых почти 90% в республике непригодны. Но нет, их потратили на агромаркет Пихеть. Это личный проект Николаева за счет денег республики. По сути, это ярмарка на нулевом этаже торгового центра «Каскад». Она открылась месяц назад. Там был сам Николаев и целый министр сельского хозяйства России Оксана Лут. А еще артисты, конкурсы, танцы. Не обошлось и без незаконной агитации за Николаева. А идея ярмарки в том, что теперь у жителей республики всегда будет доступ к местной чувашской продукции. А что на деле? Вполне провластный прогород сходил на ревизию, и оказалось, что часть прилавков просто пустые. Выложенным камнем логотип разрушен. А вот что говорят простые продавцы. Клиенты есть, не всегда. По понедельникам достаточно мало, в остальные дни в среднем хороший поток. Другими словами, потратили почти 200 миллионов на какую-то ерунду, которая вообще никому не нужна, кроме как Николаеву, чтобы пустить пыль в глаза министру сельского хозяйства России. А какая авантюра Олега Николаева самая никчемная? Пишите в комментариях. Растрата бюджетных денег на бесконечные проекты – это 12-я причина голосовать против него на выборах главы республики. Что скрывают власти? Ну, обычно свои мутные схематозы, родственников, на которые записаны активы, сами активы. Чуваши пошли дальше и начали скрывать предвыборные дебаты. Во-первых, на них принципиально не приходит глава республики Николаев. Во-вторых, они идут в середине рабочего дня. В-третьих, национальное телевидение Чувашии перестало публиковать их в интернете. И делают они это намеренно, потому что 5 лет назад дебаты шли в прямом эфире вместе с Николаевым прямо на Ютубе. Неужели они разучились транслировать и сохранять эфир? Ну ладно, не можете вы в YouTube, публикуйте хотя бы в ВК-видео, хоть на Яндекс.Дзен. Но нет, они боятся, что смелые выступления кандидата Степанова увидит вся республика. Да, я не спорю. Стану я главой Чувашской республики, я всем дам свободу
учителям. Если кто-то хочет быть членом избирательной комиссии, без проблем. Но никого не будут из-под палки гнать, обходить по квартирам территории. Никаких больше чатов и голосований там принудительной регистрации во всяких дегах там и так далее. Рядом со мной сидит человек, у них есть фракция в Госсовете, за каждый бюджет рука всегда за, как и партия власти. За каждый бюджет всегда за. Ни одного предложения, ни одного протестного мероприятия, ни одного требования, никакой критики действующей власти, будь то сам глава Чувашской республики, либо его чиновники. Они у нас, между прочим, еще и коррумпированные. Все прекрасно знаете, все последние вот эти вот случаи, когда с сумками ловили там в Москве из строительного комплекса наших министров. Это просто-напросто недопустимо. Пока нацтелевидение не публикует дебаты, это буду делать я. На этот YouTube-канал подписано почти 80 тысяч человек. Вы самые образованные и политизированные люди республики. Знайте, что Николаев трус, а Степанов молодец. Делитесь этими дебатами. 13-я причина голосовать против Николаева на выборах – это его страх перед вопросами и полное нежелание отвечать за свою работу. Средняя зарплата в Чувашии почти 73 тысячи рублей. Что? Да, такие данные дает Росстат. И это якобы официальная зарплата, без шабашек и неформальной занятости. Уже 10 месяцев подряд власти республики утверждают, что средняя зарплата у нас не опускалась ниже 60 тысяч рублей. А на самом деле что? Вот официальный сайт поиска вакансий. Максимальная зарплата учителя в школе в столице республики 30 тысяч рублей. Это на 5 тысяч меньше, чем у дворника. А вот статистику по смертности и рождаемости Росстат просто перестал публиковать. Все потому, что в прошлом году Чувашия вымерла на 7293 человека. По последним цифрам, в январе-феврале в республике родилось 1400 детей, а умерло 2600 человек. Вместо решения накопившихся проблем Олег Николаев рисует статистику, а что не получается нарисовать, он просто прячет. И это 14-я причина голосовать против него на выборах главы республики. Тут ведешь себя нагло, блядь. Не первый раз уже ведешь нагло, блядь. Леди, чего, блядь? Чего, блядь? Ну, стоять, блядь! Это Чуваша. В атаку пошел глава Шимыршинского округа Сергей Галкин на собрании, посвященное открытию охотничьего сезона. За маханием кулаками ему ничего не было, хотя глава республики Николаев недавно получил полномочия без вопросов увольнять глав округов. Вы не хотите же слушать? Вот сначала... Вы что делаете? Это тоже Чувашия, уже глава Красночитайского округа Павел Семенов. Он бьет мужчину с инвалидностью за то, что тот задает сложные вопросы. У него зафиксировали ушиб руки, но Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело. 1 раз случайность, 2 – система. Виновным себя в совершении этих преступлений признаете частично или не признаете? Признаю полностью, раскаиваюсь. А это уже бывший глава Новочебоксарска Дмитрий Пулатов дает признательные показания прямо в своем кабинете. Такая же судьба у экс-главы Маргаушского округа Алексея Матросова, который был задержан за передачу сироте непригодного жилья. Или вот экс-глава Шумерлинского округа Эдуард Васильев. Он был уволен за пьяную драку с главой как раз Маргаушского округа. Всех этих людей назначил Олег Николаев. В Чувашии нет выборов главы районов и городов, и при Николаеве не будет. Именно поэтому нашими городами и районами управляют хулиганы, жулики и алкоголики. Нежелание вернуть прямые выборы глав районов и городов – это 15-я причина голосовать против Олега Николаева на выборах главы республики. У меня сердце кровью обливалось, когда там 10 домов в деревне, из них 3 проживают, до нее 15 километров или даже 20 километров до этой деревни делается дорога с твердым покрытием. Сколько же это затрат? На одного человека. Да? На одного человека. Вложение. В Москве квартиру дешевле купить. В Москве, не то что в Чебоксарах. В Чебоксарах там целый дом можно построить. Это руководитель администрации главы Чувашии Вячеслав Борисов на конференцию ОНФ жалуется, что ему очень не хочется строить дороги в небольшие деревни. Но вот только в прошлом году за 300 миллионов рублей построили дорогу до деревни Чербай Красночитайского района, где живет 145 человек. А все потому, что это родная деревня главы республики Олега Николаева. 300 миллионов потратили на 3,5 километра, при том, что это уже 3-й путь от Чербая до Чебоксар. И в то же самое время в Чувашии
все еще есть села, до которых не может доехать даже скорая. В Чебоксарах закрываются школы, потому что содержать их нерентабельно или дорого ремонтировать. Зато всегда можно найти пару сотен миллионов для родной деревни. Интересно, а у Борисова из этой деревни тоже сердце кровью обливалось? Или нормально все было? Растрачивание бюджетных денег на свои хотелки – это 16-я причина голосовать против Олега Николаева. Думает ли Олег Николаев о туалетах? Похоже, что нет. Об этой теме не принято говорить вслух, но вообще-то в Чувашии нет теплых туалетов. Вот, например, сельские дома культуры. ДК – это одно из главных мест на селе, где люди могут собраться для творчества и общественной жизни. И наш глава не может сделать так, чтобы в 21 веке в Чувашии можно было приходить в такое место и чувствовать себя достойно. Теплых туалетов нет в 43 клубах Чебоксарского округа. 15 из 28 ДК Марпасадского округа не оборудованы теплыми туалетами. В богатом Батаревском районе не оборудованы 34 клуба. В Брестинском округе только 5 из 27 клубов с теплыми туалетами. В моем родном Вурнарском районе только 3 из 28 имеют теплый туалет. А что в Чебоксарах? А в столичных школах республики туалеты порой такие, что туда просто страшно заходить. Именно поэтому наша республика регулярно выигрывает конкурс на худший школьный туалет от компании Domestos. Властям республики такие вещи просто неинтересны. На этом не заработаешь, красивую картинку не снимешь и перед выборами не похвастаешься. Полный игнор туалетного вопроса – это 17-я причина голосовать против Олега Николаева. Это публичное слушание по назначению земли под строительство китайского завода. Это было 5 лет назад. Власти республики очень хотели привести в Чувашию инвесторов из Поднебесной. Тогда у них ничего не получилось. Во-первых, люди были против, устраивали митинги и ходили на слушания. А во-вторых, потому что местные депутаты отказались приводить землю сельхозназначения под строительство завода. Но прошло 5 лет, и Николаев сделал работу над ошибками. Он провел реформу. Ну как реформу? Он просто отменил местных депутатов. Теперь весь район республики представляет всего 25 депутатов вместо 10 в каждом селе, которые не получали никакую зарплату. Теперь, если Николаев захочет построить вредное производство, властям будет гораздо легче проворачивать свой схематоз. Местных депутатов, которые готовы до последнего отстаивать интересы родной деревни, теперь просто нет. Большинство, да? Проголосовало против все. Разгон местных депутатов – это 18-я причина голосовать против Олега Николаева на выборах главы республики. Это Чувашия, город Шумерля, 5-й по населению город республики. А это жижа стоки канализации, которую сливает принадлежащее мэрии предприятие «Чистая вода». От запаха нечистот задыхается весь город. И никому нет дела. И это продолжается все лето. Месяц назад прокуратура возбудилась, но закончилось все штрафом в 10 тысяч рублей на рядового инженера. При этом в конце 2024 года резервный фонд Чувашии выделил 52 миллиона рублей на погашение долгов организации. А что получили жители за эти миллионы? Нечистоты по всему городу и полный игнор от властей Шумерли и республики. Нечистотная катастрофа в Шумерли – это 19-я причина голосовать против Олега Николаева на выборах главы республики. Это, пожалуй, главный проект главы Чувашии. Вышитая карта России. Вышить карту России. Вышитую карту России. Проект «Вышитая карта России». Вышитой карты России. Уже несколько лет Олег Николаев носится за своим личным проектом. Мне до сих пор непонятно, зачем он был нужен, что он хотел показать. Но с 2021 года эта карта была главной новостью Николаева. Вместо обсуждения проблем республики и поиска решений, весь госэфир был заполнен этой картой. Лицом проекта стала Надежда Бабкина. За это Николаев наградил певицу орденом за заслуги перед Чувашской республикой. 2 года назад карту выставляли на ВДНХ, и только участие в этой выставке обошлось бюджету не меньше, чем в 20 миллионов рублей. Сколько стоило купить Бабкину, неизвестно. На этом безумие не закончилось. Николаев начал строить музей карты на Красной площади Чебоксар и вложил в это 100 миллионов бюджетных рублей. Музей вышитой карты России. Музей вышитой карты России. Первый президент Чувашии назвал постройку
постройку, похожую на остановочный павильон, уродованием центра города, а саму инициативу желанием оставить хоть какую-то память о себе. Но музей все-таки построили, причем за счет символа нашего города, за счет отмены реконструкции театра, оперы и балета, пожалуй, самого узнаваемого здания в Чебоксарах и настоящего памятника советского модернизма. Безумные траты денег и ресурсов на проекты, тешущие самолюбие главы, это 20-я причина голосовать против Олега Николаева на выборах главы республики. В Чувашии за честность выборов отвечает жена кандидата. Олег Николаев идет на второй срок, а его супруга стала главным наблюдателем. Что? Да. Она, как председатель Союза женщин России в Чувашии, подписала со штабом общественного наблюдения соглашение о сотрудничестве. Якобы этот союз во главе с женой главы республики не допустит грязных технологий и манипуляций. Полное безумие. Интересно, что цирк с женой Николаева начался не сегодня. Как только Перле занял свой пост, его супруга как бы выбрали главой Союза женщин. Наталье Николаевой, как руководительница, выделили целый кабинет в Доме правительства. А сама она начала сопровождать главу во всех поездках и участвовать в важных мероприятиях. Совсем недавно выяснилось, что жена Николаева еще и официально трудоустроена в администрации главы республики. В год она получает чуть-чуть побольше 1,5 миллиона рублей. Союз женщин России, на минуточку, некоммерческая организация. Но, как говорят сотрудники администрации главы, сегодня этот женсовет чуть ли не управляет республикой. 21-я причина голосовать против Олега Николаева – это честолюбивый семейный альянс, подмявший под себя ключевые институты республики. В Чувашии 2 государственных языка – чувашский и русский. Это закреплено в Конституции республики. Но так ли это на самом деле? И что делает глава Чувашии, чтобы помочь чувашскому языку? Когда Николаев был еще депутатом Госдумы, он сделал так, чтобы изучению чувашского, татарского и других языков народов России уделяли в школах еще меньше времени. Именно он с единоросской Аленой Аршиновой внес закон, который делает изучение языков необязательным. Я понимаю критиков. Преподают местами действительно плохо. Программа, правда, не самая лучшая. Но отказываться от обязательного изучения второго государственного языка – это просто очень плохое решение. После этого решения по всей стране началось сокращение изучения языков. Чувашского в Чувашии, татарского в Татарстане, башкирского в Башкиртостане. В этом году новое сокращение количества часов родных языков уже в младших классах. И снова из-за какой-то там формальной ерунды. Это что такое вообще? Программу изучения чувашского в школах, конечно, нужно менять. Нужно делать ее адаптивной, уделять больше внимания практике говорения. Нужно открывать языковые клубы и помогать языковым активистам. Вместо нормальной национальной политики Олег Николаев, чуваш по национальности, способствует исчезновению родного языка. И это 22-я причина голосовать против него на выборах главы республики. Знаком ли вам этот депутат Госдумы? Это Анатолий Аксаков. Он больше 25 лет представляет Чувашию в парламенте. В этом месяце он предложил уронить рубль до 100 рублей за доллар. Видите ли, нынешний курс слишком выгоден для россиян, потому что позволяет покупать импортные товары. Или вот, совсем недавно Аксаков добился, чтобы россиян штрафовали за использование криптовалюты, которая стала популярным способом платежей после ухода из России Visa и MasterCard. Именно этот гений экономики поставил нам, Олега Николаева, на должность главы республики. Аксаков договорился в администрации президента, чтобы вместо Игнатьева назначили однопартийца Перле. Почти сразу он с Николаевым устроил схематоз. Сын Аксакова, Александр, один из директоров государственной конторы Дом РФ. В 2021 году власти решили построить дом в юго-западном районе Чебоксар, прямо на месте леса. Несмотря на протесты жителей, деревья вырубили, а дома не построили. По итогу на вырубку потратили 280 миллионов рублей. И все это за счет республики. Огромные суммы ушли на взятки и откаты. В том числе за этот схематоз сидит в СИЗО экс-заместитель Николаева Павел Данилов. И это только одна из схем, которую провернул глава с Аксаковым. Николаев
полностью зависит от своего покровителя и станцует любой танец под его дудку. И это 23-я причина голосовать против него на выборах главы республики. Сколько машин купили жители Чувашии, чтобы на них гонял Олег Николаев? Зачем главе республики столько игрушек на колесах? Первым делом, едва Путин назначил Николаева на пост, он пересел на новый Genesis G90. Формально машину купила республиканская контора, ипотечная корпорация, но она сдала ее в аренду администрации главы республики. Эту машину 5-й год подряд арендуют за 1,8 миллионов рублей. Из бюджета уже ушло 9, хотя в 2020 году машину покупали за 6,5 миллионов рублей. Это что такое, а? На этом Николаев не остановился. Автопарк его администрации постоянно растет. Там есть и электрокары, и футуристичные Hyundai Staria, но главная машина Николаева — это Hyundai Palisade, купленная за 6,3 миллиона рублей с номерами А001 АА21. Именно на ней он не пропустил скорую в этом году. Именно эту машину постоянно сопровождает полиция, перекрывая весь город. Для главы комфорт, а для жителей вечные проблемы с общественным транспортом. Деньги есть, но не на автобусы и троллейбусы, а на хотелки Олега Николаева. И это 24-я причина голосовать против него на выборах главы республики. 1300 мужчин из Чувашии погибли на войне с Украиной. Эту цифру мы знаем только потому, что команда «Сердитой Чувашии» собирает информацию из районных пабликов, местных газет и от самих семей. Власти молчат и не говорят о реальных потерях. Только подумайте, 24 первоклашки в Чувашии пошли в этом году в школу без отцов, потому что те погибли на войне, и их уже не вернуть. Помните, как власти хвалились чувашским батальоном «Адал», как показывали репортажи, говорили громкие речи, но ни слова о том, что в октябре 23 года батальон с мобилизованными попал под обстрел, и как вся республика потом хоронила погибших. Зато как Николаев сладко пел, когда отправлял мобилизованных в топку войны. А теперь те, кто вернулся с тяжелыми увечьями, не могут найти себя в мирной жизни. Про их проблемы говорят только независимые медиа. Складывается впечатление, что людьми просто воспользовались ради красивой картинки для Москвы. Но это не цифра в отчете, это реальные жизни и тысячи сирот. Лицемерное отношение Николаева к войне и военным – это 25-я причина голосовать против него на выборах главы республики. Кто идет на выборы в Гордуму Чебоксара от Единой и Справедливой России? Фейковые ветераны и случайные люди, приближенные к главе республики. Знакомьтесь, Сергей Муравьев, председатель партии Николаева в Чебоксарах. На этой неделе он получил медаль из рук главы как участник СВО. Пойдем, поможем нашим ребятам победить этого врага. Муравьев подписал контракт меньше полугода назад, но вот только за эти полгода он дольше пробыл в Чебоксарах, а не на фронте. И вовсю агитирует за себя в военной форме. Вот такой ветеран. Или вот два единоросса из блатного отряда «Барс» Андрей Шакулов и Никита Малов. Оба каким-то невероятным образом подписали контракт всего на полгода. Хотя простых военных из-за закона о мобилизации домой не отпускают. Видимо, закон действует на всех, кроме каскадеров из Единой России. На двоих у них 10 медалей. Оба обласканы властями и идут на выборы с полной поддержкой Олега Николаева. А что с обычными солдатами, которые все-таки возвращаются с фронта? Они не могут не то что пойти в депутаты, но и найти обычную работу. Такая политика в будущем может привести к страшным последствиям в стране, как после афганской в 90-е. Поддержка всякого жилья под видом ветеранов – это 26-я причина голосовать против Олега Николаева на выборах главы республики. Это Олег и Наталья Николаевы. Они обожают говорить про семейные ценности. Их отношения на виду у всей республики. В прошлом году глава Чувашии наградил свою жену почетной грамотой за укрепление института семьи и активную общественную деятельность. В этом году она стала чуть ли не главным общественным наблюдателем на выборах своего супруга. А еще выяснилось, что Николаева трудоустроена в администрацию главы и получает там неплохую зарплату. Каждый раз, когда ее муж говорит про любовь, семью и верность, я просто недоумеваю. Во-первых, Наталья Николаева – вторая жена Олега. С первой он расстался, чтобы уйти к новой пассии. Когда она работала няней, присматривала за детьми в семье Николаева. После развода будущий глава республики через суд потребовал выселить из своей комнаты в общей квартире бывшую жену и двоих детей, 12-летнего сына Олега и 10-летнюю дочь Ольгу. Дело он выиграл.
На День семьи и верности Николаев и любит публиковать общую фотографию со своей второй супругой. Однажды под такой пост пришла его бывшая жена. Да, семья, важно, Олег, но ты предал семью, нас с детьми. Пытаешься пиарить теперь женщину, которая пришла на все готовое. Быстро же ты забыл, Николаев. Лицемерные и показные семейные ценности Олега Николаева – это 27-я причина голосовать против него на выборах главы республики. Не знаю, это кличка Ушан, не моя кличка. Я не судим, я вам скажу. Со своей стороны считаю своим долгом принести извинения перед всеми потерпевшими. Слушай, ты вот все время критикуешь, блин. Меня называешь в открытом эфире жуликом и вором. Может, тебе в печень дать? Алексей Ушан Ладыков когда-то был мэром Чебоксар. С тех времен и по сей день строительный бизнес его семьи застраивает на субподрядах полгорода. С приходом Олега Николаева Ладыков из мэра стал заместителем главы. Его друг стал сенатором, приближенная депутаткой Госдумы, его одноклассники статусные депутаты в Чувашии. А его сын В Чебоксарах в очередной раз попался пьяным за рулем сын бывшего мэра города Олег Ладыков. Сын Ладыкова Олег первый раз попался пьяным за рулем и еще школьником. Потом он получил судимость за то, что избил молодого парня и полицейского. Позднее отсидел за пьяное ДТП. Выйдя по УДО, Ладыков-младший плевал на условия освобождения и снова не раз попался под рулем под шофе. Скрываясь от тюрьмы, золотой мальчик уехал на Донбасс. Но не солдатом, а чиновником. В этом году молодого алкоголика снова поймали на машине, зарегистрированной на семейный бизнес. Приговор – всего лишь штраф и лишение прав. Но чебоксарцы говорят, что видели мажора за рулем уже на следующий день после лишения. Алексей Ладыков, его неадекватный сынок и семейный бизнес на господрядах полностью устраивает Олега Николаева. И это 28-я причина голосовать против него на выборах главы республики. Что за жесть происходит с коррупцией в Чувашии? Это весна 24 года. Задержан заместитель главы республики Павел Данилов. Его поймали с поличным, со взяткой в 50 миллионов рублей. Вместе с Даниловым арестовали руководителя принадлежащей республике ипотечной корпорации Алексея Антонова. Сына экс-министра внутренних дел Чувашии Вадима Антонова. Позднее Данилов и Антонов-младший подписали контракты с Министерством обороны и уехали в зону СВО. А это октябрь 23 года. Задержан назначенный Олегом Николаевым мэр Новочебоксарска Дмитрий Пулатов. Его тоже обвиняют в коррупции. Фирма его жены выполняла подряды в самом Новочебоксарске. Пулатов получает 5 лет условно и 100 тысяч рублей штрафа. Это Лапсарский проезд. На его ремонт было выделено почти 350 миллионов рублей. Их отдали компании семьи Владимира Осипова, тогдашнего заместителя Олега Николаева. За это на Осипова завели уголовное дело. Суд дал ему 5 лет условно и 150 тысяч рублей штрафа. Как понимаете, Лапсарский проезд до сих пор в ужасном состоянии. И это министр строительства республики Михаил Коляда. Он отдал господряд на 1,5 миллиарда рублей своим друзьям. В министерстве прошли обыски. Коляду допросили и отпустили. Через некоторое время Николаев его уволил. Только вдумайтесь, 2 бывших заместителя Олега Николаева и мэр второго по величине города официально осуждены за коррупцию. Еще один министр уволен под давлением силовиков. И это всего за несколько лет. Очевидно, что Николаев просто не мог не знать, что делают его прямые подчиненные, которых он лично ставил на ключевые позиции. И сейчас эта банда хочет продлить свое царствование на еще 5 лет. Голосуйте против. Повальная коррупция – это 29-я причина голосовать против Олега Николаева на выборах главы республики. Я назвал 29 причин, почему Чувашии нужен другой глава. Мы говорили про его бесконечные гонки по улицам Чебоксар, про коррупционные схемы, про уничтожение школ и языка, про войну, про личные хотелки Николаева, про его семью. И знаете, какой будет 30-я причина? То, что этих причин уже 29. Каждая из них – это отдельная трагедия для республики. Каждая – это чья-то жизнь, судьба, разрушенные надежды, но вместе они складываются в одну картину. Николаев не должен оставаться у власти. Сейчас 25-й год. Нельзя строить иллюзии, что мы сейчас придем на участки, а эти жулики соберут чемоданы и уедут в Магадан. Но без массового голосования против ничего точно не изменится. Для кого-то это будет первый шаг – пойти наперекор начальству. А кто-то уже давно знает, что происходит на самом деле. И вместе мы можем преодолеть страх и сделать простое действие против. Огромное уважение тем, кто пошел в наблюдатели.
Если вам интересно, за кого проголосую я, то за Степанова. Но не важно, как проголосуете вы, главное, против Николаева. Вы можете даже испортить бюллетень, это тоже голос протеста. 30-я причина голосовать против Олега Николаева – это то, что мы хотим жить в нормальной республике, без войны и вахт в Москву, без воровства и без вранья.